Знаете, как мне посчастливилось, наверное, работать в то время, когда Владимир Владимирович Путин пока возглавил правительство Российской Федерации, потом в ночь на Новый год, с 99 на 2000 год, объявлен был преемником, были рекомендации, значит, возглавить страну. И практически на моих глазах происходили изменения, которые стали наступать с приходом, даже вот с того времени, когда стал Владимир Владимирович Путин премьер-министром. Одно из первых решений это было разблокирование нашей границы, которое было принято, как известно, в 1996 году саммитом СНГ. Вот, и были введены по нам санкции. Мы, наверное, одни из первых, которые почувствовали на себе, что такое санкции после распада Советского Союза. Вот. Поэтому в одностороннем порядке на уровне правительства, даже не первого лица государства российского, на тот момент Бориса Николаевича Ельцина, вот он пошел на этот шаг, что позволило открыть ворота во весь мир, значит, нашей стране, жителям нашей страны. Что творилось, пока работали санкции, мы все прекрасно поняли, что происходило в мандариновый сезон, когда ни один товар, ни одна продукция не могла ввозиться в Республику Абхазия, только надо было объявлять его гуманитарным грузом. Что такое гуманитарный груз, если кто-то не знает, чтобы вывести его с территории Российской Федерации в то время, ну сейчас я не отслеживал, честно говоря, нужно было отдельное решение правительства на каждый груз. Это было сделать или невозможно, или архисложно. И в каких условиях работало правительство Абхазии, прекрасно помню. Поэтому хочу сказать, мне есть с чем сравнивать, и у меня абсолютно четкая позиция, да, по этому поводу, тоже скажу там, в дальнейших действиях. Вот. Потом, опять же, вопрос могу напомнить тем, кто не знает, что происходило с паспортами, которые были у нас на руках Советского Союза. По большому счету, их действия на территории Российской Федерации были уже прекращены. По нам принимались отдельные решения, именно по гражданам, которые проживают на территории Республики Абхазия. По нам принимались отдельные решения и продлевались действия паспортов, которые действовали по нашим гражданам, которые проживали. Разумеется, был снят возрастной ценз на границе и так далее. Следующий этап. Это все происходило во время, уже тогда, даже когда уже приступил господин Владимир Владимирович Путин президентом Российской Федерации. Могу напомнить про пенсии. Кто принимал решение? Да? Принималось решение, пока поняли, что надо обязательно предоставить возможность получения гражданства, а потом пойти на тот шаг, что лицам, которые имеют российское гражданство, которые проработали в советское время и имеют определенный стаж работы, который подлежит, допустим, да, пенсионным обеспечениям, и на этот шаг также пошли. Это же можно было не делать, правильно? Ну, как бы оставить на судьбу тех же абхазских властей. Все это происходило, еще раз говорю, на глазах, вот пока я в том числе, как там руководитель Абхазтопа, потом работал в правительстве и так далее, все это мы наблюдали. Что это означало? Это означало абсолютная поддержка действующего руководства Российской Федерации на тот момент, вот, и забота, наверное, о тех людях, которые живут у нас на территории, независимо от национальности. Потом, как известно, наступили события 2008 года, да, там уже не буду говорить, там, с чем было это связано, и чем угрожало Абхазии, да, повторное вторжение агрессоров грузинской армии, скажем так, вот, на территории Абхазии. Все эти поддержки привели к тому, что в 2008 году нас признала Российская Федерация, признала нашу независимость и государственный суверенитет. Далее смотрим, да, вот если отслеживать ситуацию, да, там первый договор о дружбе, базовый договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи, из которого вытекать стали разные вопросы, вопрос обороны и безопасности, там, экономической помощи, всякого рода программы социально-экономического развития, они начались с 2010 года, какое-то время заняло на организационную часть вопроса, правильно? Вот. Далее следующий договор 2014 года о стратегическом партнерстве, где говорится об единой, значит, обороне и безопасности, едином пространстве обороны и безопасности, социально-экономического развития, взаимодействия и так далее. Ну и масса тех договоров, которые были подписаны в развитии этих договорных отношений. И, разумеется, признание. Да? Это более 100, по-моему, сейчас уже сбился счету, давно не отслеживаю, по-моему, уже более 130 межведомственных, межправительственных договоров, которые дают нам возможность развиваться. Другое дело, как мы этим пользуемся и каково идет как бы правоприменительная практика. Да, может быть, где-то успеваем, где-то не успеваем, и не всегда вина абхазской стороны или российской стороны. Поэтому я считаю, что альтернативы нет, потому что ни от какого-либо другого руководителя сегодня мы не можем ожидать такого, какая возможность предоставлена нашей стране. Имеется в виду в плане развития и безопасности.
Поэтому я абсолютно уверен в своем выборе и призываю граждан нашей страны и наши члены организации, конечно, я уверен, также мыслят, как и я, проголосовать на выборах президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уверен, что его еще один срок усилит наше укрепление в плане дальнейшего признания другими странами, вот, и больше развития, наверное, социальной сферы. Да. Что было сделано за все эти годы, пока деньги поступают и поступали в виде помощи, это детские сады, школы, больницы, дороги, коммуникации. Сейчас вопрос аэропорта, в принципе, тоже, можно сказать, решен, только вопрос осталось там сроков, работ и так далее. Развитие идет. Может быть, не так быстро, как хочется, но быстро ничего не бывает. Поэтому с учетом того, что происходит сегодня, да, специальная военная операция, в этом плане, я думаю, что нам надо, даже так осмелюсь сказать, единогласно поддержать тот вектор, который ведет сегодня действующее руководство Российской Федерации.